книги моей жизни. Какие они? Как они определяют судьбу человека? Как помогают сделать выбор? Какое влияние оказывают на становление личности? Как они помогли нашему гостю найти себя? И чем они могут помочь измениться нам? У нас в гостях священник, ведущий еженедельной радиопрограммы «С нами Бог» на ГТРК «Радио Чувашия», автор проекта «Настоятель», отец 6 детей. Родился и учился в Екатеринбурге. Закончил православный Свято-Тихоновский богословский институт. В 2004 году переехал из Екатеринбурга в Чувашскую республику. Вел строительство вновь созданного деревянного храма Николая Чудотворца в селе Междуречье. Открыл воскресную школу и проводит регулярные встречи с молодежью. Позвольте представить вам настоятеля храма Сретения Господня, село Чемурша Чебоксарского района, Максима Курленко. Мы рады вас приветствовать в стенах Национальной библиотеки Чувашской Республики и побеседовать о книгах вашей жизни. Мы бы хотели узнать сперва о вашем детстве. Какие книги вы читали в детстве и чем они вам были интересны? Я не скажу, что в детстве я был такой очень прилежный и начитанный ребенок. Я больше был какой-то хулиганистый. И читал не так много, как моя сестра, которая кандидат филологических наук и всегда была отличница. Но знаете, вот все равно, безусловно, я интересовался. Меня интересовала с детства история, книги по истории. Вот, первое, что, наверное, вот вспомнилась книга в детстве, которая отложила такой отпечаток, это не художественная литература. Вот, она называется «Человек в экстремальных условиях природной среды». Такая книжка, вот знаете, это как большие с картинками, но это были еще года 80-е, но тем не менее, вот она мне была интересна, я очень часто листал, там, значит, как нужно выживать в сложных условиях, там, или в Арктике, или где-то в пустыне, или где-то в джунглях, как нужно находить питание, как там ориентироваться по звездам там, и так далее. То есть в одной книжке это все было собрано. И вот почему-то вот мне вспомнилась с детства именно эта книга. Вот. Ну и, конечно, книги по истории, о чем я уже говорил. Про Александра Македонского, например, мне очень интересны были книги такие, вот это уже художественная литература «В глуби веков» и «Сын Зевса», такие две книги. В классе, наверное, вот в 6-м я прочитал, по-моему, я не помню, в каком сейчас проходит история древнего мира, как раз когда... В 6-м, да. Мне всегда это была интересная история Древней Греции, история Древнего Египта, ну и, соответственно, эпоха эллинизма. Вот, и, в общем, личности, именно личности, которые делают историю. Потому что история, я в этом убежден совершенно точно, эта история это не факты и даты, которые нужно зубрить и, так сказать, обязательно попадать в тестах правильные ответы давать. Нет, история это личности, это люди, которые делают эту историю, которые формируют уже повестку дня и, соответственно, вот, факты и события, которые так следствие. Ну вот, да, больше, наверное, исторические какие-то книги, всегда историей увлекался, всегда история мне была интересна. А знаете, такой перелом именно в отношении книги у меня произошел, когда я пришел к Богу, это уже в достаточно зрелом возрасте. В зрелом возрасте, когда я крестился, это уже после, вот я в армии крестился, когда был в армии, и после армии еще был какой-то период времени, и мне стало все интересно то, что связано с верой и с православием. То есть меня под дулом автомата никто не тянул в церковь, в семье у нас не было, так сказать, ничего такого вот церковленного. То есть вот это был мой личный интерес, и мне это было интересно, и я поступил заочно в Свято-Тихоновский богословский институт, и стал вот тогда вот именно в этот период как губка впитывать вот, знания из книг. Ну, там по большей части, конечно, это были книги и богословские, это были книги святоотеческого наследия, вот, книги о вере, но это Библия прежде всего. Вот, но... Художественная литература. Художественная, да. Художественная я стал тоже перечитывать, мне это стало интересно. И знаете, я сделал одну интересную такой вывод,
Он заключается в том, что вот, чем человек ближе к Богу становится, тем он ближе к книге. Это как-то взаимосвязано. Чем дальше от Бога, тем больше в душе человека, мне кажется, каких-то вихрей своей самости, и вот тянет в разные стороны, как вот в известной басне Крылова «Лебедь, рак и щука». И у него очень много разных ям, много разных воль и желаний, и он сам не знает, за что ему схватиться-то. А вера, когда вот человек приходит к вере, вот по своему опыту я знаю, что появляется какой-то стержень, и многие вихри, муть, вот она садится куда-то на дно, и что-то становится понятно, то, что раньше не замечал, не понимал в этом мире. И появляется тяга к знаниям, появляется элементарная усидчивость. Вот и мне кажется, очень многие молодые люди сегодня, они не хотят учиться, не хотят читать, им просто это неинтересно и скучно, во многом потому, что у них в душе вот эта вот муть какая-то, вот эти вихри враждебные веют над нами, да? Вот. Но если появляется какой-то внутренний стержень, или это просто увлечение, например, я не говорю сейчас вот о Боге, вот о таком, что в чем-то самом главном и самом святом в жизни человека, к чему душа каждого человека тянется, как вот цветочка тянется, значит, к солнцу цветы, ну, у них это заложено. Также у человека вот эта вот жажда по Богу и жажда полноты знания, тоже знание, она тоже как бы заложена в каждом из нас. Вот. И поэтому, если даже молодой человек, как мне кажется, он не нашел еще в себе вот этой жажды по Богу, он это для себя не сформулировал, он еще ищет, но у него все равно появилось какое-то увлечение. Это уже во многом цементирует вот эти вот внутренние вихри, которые есть в душе молодого человека. То есть у него появляется увлечение, он начинает начитывать именно по этой теме, начинает интересоваться, может быть, исторической эпохой, какой-то личностями, может быть, даже вот современным миром и личностями современного мира, даже вопросами, связанными с творчеством, например. Есть увлечение у человека, связанное с музыкой, например. Это уже означает, это очень хорошо, потому что он через это концентрирует силы своей души, не расплескивает их без толку. Или увлечение, связанное с другим видом творчества. Книга также, она может человека удерживать и цементировать. Мне кажется, вот такую большую пользу она оказывает, что человек преодолевает вот это клиповое сознание, где в итоге он нахватывает большое количество впечатлений и переживаний, но, по сути, прошло час или два, если он себе задаст вопрос, а что я узнал после того, как я смотрел по телевизору, например, клипы там один за одним, или любой продукт какой-то, в таком же ключе, в такой же эстетике клипового сознания. По сути, он себе, если честно он будет отвечать на этот вопрос, он скажет, а я ничего не узнал. Ничего. Это просто трата времени. Это просто что-то, так сказать, задело за душу, что-то было интересно, но толком ничего не узнал. А узнает человек тогда, когда он умеет концентрироваться на главном, когда он умеет собираться. А здесь нужны какие-то определенные силы, нужна определенная среда для этого. По сути, вот книга, она помогает в этой концентрации. Потому что когда мы читаем книгу, мы уже не бегаем ни глазами, там, туда-сюда, вот, чтобы там, так сказать, переключить канал, там, закладки в интернете, с одного на другой сайт перейти. Уже все, мы, так сказать, погрузились в это. Мы, соответственно, и тратим на это время, на это усилие. У нас происходит процесс формирования нашего знания и работа воображения в том числе. Это тоже очень важно. Поэтому польза, особенно для чтение, она велика. Она есть. Да. А вот вы сейчас, будучи священником, что-нибудь, какую-нибудь литературу художественную читаете? Или больше... Да, ну, наверное, вопрос в этом ключе больше вот... Да, вы знаете, я пришел... Мне очень интересна русская классическая литература. Ну, как интересно? Ну, в ту меру, в какую я... Хватает на это времени, сил там, и так далее. Вот, но я для себя понял, что это задевает мою душу. Я полюбил дореволюционную Россию. Вот этот вот дух дореволюционной России. И мне очень жаль, что мы это потеряли. И дальше, так как я изучал историю,
много времени потратил на попытки понимания вот этого перелома, почему это произошло, вот это время революции и время послереволюционное. И, соответственно, читал книги, но это больше исторические книги. Я сильно интересовался в свое время историей белого движения, так как у меня один прадед мой был белый казак, и он воевал с красными, и потом он эмигрировал, когда их прижали в Крыму, там это вот известная история, да, исхода белого движения. А другой мой прадед был в коннице Буденного, например. И вот мне было интересно, вот если бы я был в то время, вот какую бы сторону я занял. И я читал тоже много литературы по этому поводу, и в том числе мемуаров, и вот это очень такие большие тома, серьезные, Деникина, например. Так, как же они называются, сейчас, если вспомню, скажу. Очерки русской смуты, нет, вот сейчас точно не вспомню, несколько томов. Потом мемуары Врангеля читал, Туркул такой был, тоже один из деятелей белого движения. У него есть замечательная книга «Дроздовцы в огне». Вот мальчишки тут сидят, парни. И книга, вот такая вот брошюрка. Но если вы ее прочитаете, «Дроздовцы в огне», во-первых, вы очень многое узнаете о том, ну, из истории, кто такие были Дроздовский полк, что это были за ребята, там и юнкера, и казаки, там, ну, разные были люди, но за что они воевали, вот, и каков был их путь, и вот это вот любовь к России и настоящий патриотизм, отчасти, вот это вот, ну, она сильно, я больше чем уверен, сильно перевернет очень многое в вашем сознании, в вашем понимании о России. Ну, возвращаясь к вашему вопросу, это, да, русская классическая литература, это Достоевский, это великие православные верующие люди, Гоголь и Достоевский, например. Чехов, если его нельзя называть, по сути, православным, он рос в этой среде. Он рос, да, в этой среде. Толстой, тема отдельного разговора. Сперва, это, да, а потом уже... Нет, Толстой, ну, мы имеем в виду Лев Николаевич Толстой, да, то есть это писатель, безусловно, великий. Особенно там детство, отрочество, юность, вот молодежи почитать. На меня это произвело впечатление очень глубокое. Хотя я читал это давно, но именно стиль языка, именно как он излагает, как это красиво, как это изящно. Вот. Например, у Набокова тоже красивый язык. Вот там защита Лужина, еще что-то, я не помню. Но он красивый, но он другой совершенно, как бы он более холодный, что ли, но красивый. Вот. А у Толстого это просто как вот льется, как вот масло, что ли, не знаю. Но, в общем, стиль языка Толстого, он прекрасен. Но, по сути, по идеологии Лев Николаевич, безусловно, мне, как верующему человеку, он вызывает очень много вопросов. Там, у него своя история, свои взаимоотношения с церковью. Там, по сути, он, да, не принимал воскресение Христа, и он по-своему переводил Евангелие, и там, значит, вычеркивал то, что ему не нравится оттуда, значит, одним карандашом, оставлял то, что нравится. Вот. Но его Евангелие, к сожалению, завершилось именно крестной смертью Христа на кресте, не воскресенье, в это он не верил. Вот. Тема это отдельно, так сказать, его взглядов, но именно как писатель Толстой, безусловно, величайший писатель. Вот Толстой, Достоевский. Да. Достоевский вообще, в школе я не дорос до него. Я не знаю, почему вот в школе проходят такие сложные произведения, именно вот после школы, после там армии. Я потихоньку, значит, иногда, когда было желание, там, да, читал какие-то произведения, я по-новому переосмыслял. А вот какие, например? Ну, я не скажу, что я, так сказать, сильный знаток Достоевского. Ну, самые основные это «Преступление и наказание», это «Бесы», это «Идиот», да, «Братья Карамазовы», но вот, какие-то его рассказы, даже вот очень короткий рассказ «Мальчик у Христа на елке». Прочитайте, вот это займет у вас 5 минут, там, я не помню, сколько он длится, но, по-моему, короткий очень. Да, но он переворачивает просто душу. И вот у Достоевского всегда все так, как мне кажется. Даже вот помню, было время, я что-то читал у Достоевского, я даже книгу хотел выбросить. Думаю, почему у него все так плохо, мне это уже надоело, вот он как бы, но в том числе это притягивает. То есть я это вроде хочу убрать, мне это не надо, я это не готов, так сказать, долго вот это вот все переворачивать и жилы эти вытягивать, так сказать. Но все равно. Вот в этом искусство заключается и глубина писателя. Вопрос молодым людям, например. Как вы считаете, Достоевский, он стал таким великим писателем? Почему? Только ли это талант у человека? Что еще кроме таланта?
безусловно, да. Многие говорили, великие люди, что там 1% таланта, 99% там, труда. Понимаете, я бы вот на что хотел внимание обратить. Ведь он, по сути, по-настоящему верующий человек был. Верующий человек не просто, который вот декларирует веру, согласен с ней и, значит, следует этой вере. Нет, это человек, который борется за свою душу. Он понимает проблемы своей души, у него были свои страсти, которые бушевали в его душе, и он с ними боролся. Вот у него была эта война. И только вот в такой войне человек, только через боль часто, он обретает глубину. И поэтому тех великих писателей, которые изучают в школе, как русская классическая литература, вот, они во многом стали великими, потому что они проходили через эту боль, вот, через эту глубину, они возрастали. А, к сожалению, очень многие молодые люди сегодня, контекст, повестка дня нашего современного мира, это убежать от этой боли. Убежать от своей собственной глубины, потому что глубина наша собственная, она требует работы, титанического труда, осмысления. И требует, вот как огород, нужно постоянно пропалывать, поливать, о нем заботиться. И так и вот наше внутреннее я, внутреннее сознание, осмыслить себя. И через, в данном случае, если мы говорим о писателе, через персонажей каких-то определенных, как бы где-то отразить свой личный мир. Понимаете, свой личный мир. Даже вот там есть такая теория, что те же, например, братья Карамазовы, это тот же самый Достоевский, но в разных, разных. Да, вот поэтому порой для меня литература ведь она не всегда решает такие вопросы. Вот ты пытаешься убежать от самокопания какого-то, а вот ты прочитал Достоевского, и ты наоборот начинаешь еще больше копаться. Например, братья Карамазовы, проблема веры. И как-то я для себя ее до сих пор не решила. Вот действительно, Алеша Карамазов и Иван Карамазов стоят, и ты еще больше борешься и думаешь, а все же за кем правда? За Иваном Карамазовым или за Алексеем? Вот еще больше идет борьба, наверное, это все-таки с возрастом как-то приходит постепенно. Вот во мне до сих пор вот это все борется, и я не знаю, как бы из этого выйти, понять для себя. Очень глубокий монолог вот этой истории про великого инквизитора. Отчасти отражает и нашу современность тоже. То есть попытка сделать веру, так сказать, как инструмент власти, да, например. Такое может быть? Может. Но это ли является настоящей верой? Нет, конечно. Вот. Поэтому, мне кажется, чем больше мы погружаемся в прошлое, и в великие произведения прошлого, тем больше мы создаем какой-то багаж задел на наше будущее. То, что нужно всем знать. Да, из исторических произведений, как я уже говорил, исторические романы мне очень интересные. Например, Валентина Пикули я бы тоже отметил. Валентин Савич Пикули. Как человек, интересующийся историей, я понимаю, что это не конкретно исторические произведения. Там очень много вопросов, связанных именно с историей. Поэтому их нельзя воспринимать как исторические. Это исторический роман. Но очень интересно написано, живым языком тоже. Такие произведения, там, Баязет, хроники Кенесан, там, Пером и Шпаги, там, и так далее, и так далее. То есть много чего, что тоже меня задело. Из современных писателей я бы, знаете, выделил моего земляка, я сам с Екатеринбурга, и он тоже Александр Иванов, может быть, вы знаете, он... По его произведению очень много было снято и фильмов, и сериалов. Какие он писал произведения? Я только Гюзельяхина. Так, у меня это, знаете, вот во что-то одно целое стилистика. То есть это история, безусловно, это исторические произведения. А не он писал «Сердце парня»? Да. Да, я начинала читать, но как-то не читала. Да, что-то про общежитие, там кровь, и это про такую современность. Это тоже его, как же оно называется, сейчас я не вспомню. Но ряд произведений, да, я читал, и очень странно, название из головы вылетает. Про часовую реку, и там еще сплавлялись, как же... Да, ну ладно, если я вспомню... Глобус пропил, да? Это тоже он, да, это тоже он, да. А про часовую реку это другое, это там историческое произведение.
Вот. Да, Может быть, многие я вспомню. отзываются о его произведению как очень интересно читать прямо на одном дыхании. Я тоже однажды изучала, хотела его почитать. А вот есть ли конкретная книга или автор, который вот вы можете сказать, что они повлияли на вашу жизнь? Ну, давайте, например, так сказать, зацементируем это все словом Евангелие. Вот. Давайте так. Ну, вообще к Евангелию я стал обращаться в армии. Вот раньше были такие переводы братьев Гедеоновых, такие вот тоненькие книжечки, вот она мне попала, не помню вообще, как она мне попала, но как-то было время, я что-то там листал, читал, мне это казалось интересно, что-то такое случилось. Именно в армии у меня такой произошел переворот в моей вере. Вот я служил, значит, мы охраняли там рота охраны, охраняли объекты, и, соответственно, это была караульная служба, то есть я стоял на посту, и, соответственно, я и ночью стоял на посту, и днем. И вот как-то раз ночью вдруг я почувствовал, знаете, что вот звезды, они очень близко как-то ко мне. И вот это вот ощущение вот этого звездного неба и ощущение того, что Бог слишком близко ко мне, что какое-то его, не то чтобы дыхание, но его присутствие в моей жизни. Вот. Но во многом помогло этому и поиски, мои внутренние поиски, и внешняя среда, и тишина определенная, в которой я пребывал. Вот если потом подумать, вроде бы это не самое такое легкое дело, вот, стоять в караульной службе, вне зависимости от того, какая погода, вот, и разрывами, так сказать, спать там по 4 часа в день, не больше там, то есть 2 часа ты стоишь на посту, 2 часа ты там, другая караульная смена, другая, потом 2 часа ты там отдыхаешь. Вот. И вот так вот разрывами сутками, так полгода. То есть там доходило до того, что вроде бы я даже уже выключался стоя, так сказать, ты идешь, и ты понимаешь, что ты в стол столкнулся там, то есть ну, нагрузка, то есть недосыпание, вот, приводило и даже к тому. Но потом человек ко всему привыкает, и к этому тоже привык. Но смысл в том, что вот эти вот какие-то первые мои действительно шаги к вере, они были вот связаны, с одной стороны, и с моими внутренними поисками, потом с чтением Евангелия и с той средой, в которой я оказался. Вот все вместе это, видимо, как-то сложилось. А уже после армии я уже начал более серьезно интересоваться верой и все, что с этим связано. Вот. Помимо Библии, безусловно, эта книга великая, написанная разными людьми, совершенно в разные исторические эпохи, но читается, воспринимается, как будто она написана одним человеком. Это странный парадокс очень. Вот. И, безусловно, Библия на меня повлияла, но я говорю о Евангелии, именно о 4 Евангелии. Потому что апостольские послания это уже как-то посложнее, может быть, ну, вот этого заряда, такой светлой зари духовной, и соединяющей человека с Богом, оно там тоже есть, но не настолько ярко, как мне кажется. Вот. Это уже более назидательные такие книги. То есть как сохранить веру, как, так сказать, регламентирующие определенные там, так сказать, жизнь, там, поступки, еще что-то. Книга Откровения, она богослова, самая последняя, Апокалипсис, она очень сложная для понимания, она очень такая мистичная. Вот. А именно Евангелие, даже вот они называются синоптические Евангелия, от слова синопсис повествования, это вот первые 3 Евангелия, Матфея, Марка и Лука, вот именно они, я думаю, что они и просты, и в то же время очень глубокие. Особенно из этого можно выделить Евангелие от Марка. Вот для молодых людей я бы порекомендовал. За 2 часа вы сможете прочитать эту книгу. Без проблем. За 2 часа. Но зато вы сможете потом как-то оперировать этим знанием, опираться на это знание. И я думаю, что эта книга тоже не оставит вас равнодушными. По крайней мере, даст вам пищу для определенных размышлений. Именно Евангелие от Марка было написано для римской молодежи как раз в свое время. Вот, Евангелие. Потом, конечно, это книги православные, книги священников, святых отцов. Безусловно, они мне тоже интересны. И
они также оставили отпечаток. Но знаете, больше мне почему-то нравится не такое тяжелое богословие, такое философское богословие, оно тоже есть в православии. И такое высокоинтеллектуальное богословие, оно тоже есть. Оно требует определенной нагрузки, определенного багажа, и для того, чтобы это, так сказать, осмыслить и переварить. Но лично мне больше нравятся именно святоотеческие книги, ну, написанные таким простым языком. Вот здесь вот одна есть, например, Паисий Святогорец, да? Это тоже для молодых людей я бы посоветовал. У него есть очень много томов, это святой, причисленный к лику святых, живший в 20 веке, не так далеко от нас. Многие там к нему ездили. Святой Паисий, Святогорец, на Святой горе, на Афоне жил, подвязался. Но, понимаете, вот в православии есть такой феномен прозорливости. То есть настолько человек верит и доверяет Богу и следует за Богом, что он обретает в своем сердце полноту божественной любви, того света божественного, который мы изображаем на нимбах. Вот это слово «свет святой», да? Святой. И настолько этот человек любит Бога и других людей, что Бог открывает такие тайны этому человеку, что он знает жизнь других людей. Вот это называется прозорливость в православии. Такой термин, прозорливость. Жизнь других людей, чтобы им помочь в их спасении. И вот Паисий Святогорец, он был один из таких. Есть поговорка русская, что к пустому источнику народ не пойдет. И всегда в нашей истории были такие люди, святые, которым шли. Это и Сергий Радонежский. Вроде бы он ушел от мира там, вместе с братом. Да? Люди к нему идут, вокруг него сначала селятся монахи, потом, так сказать, люди селятся и так далее. Совершаются чудеса. И Серафим Саровский тоже можно взять. Вот он жил не так далеко от нас, 300 километров, там чуть больше, сейчас его мощь почивает в Дивеево. Ну, Саров чуть подальше. Тем не менее, все равно недалеко. Та же погода, все то же самое было, когда и он жил. Но почему-то он стал святым, почему-то у него была такая вера, глубина этой веры. Почему-то он мог изъясняться о вере простым языком и настолько наполненным силой Божественного Духа, что это меняло людей. Вот его, например, есть книга, тоже, мне кажется, очень она молодежи будет интересна. Это разговор с его учеником Мотовиловым о цели христианской жизни, она называется. Вот. То есть беседа Серафима Саровского с Мотовиловым о цели христианской жизни. Смыслом этой беседы вот, была фраза Серафима Саровского, что это стяжание Духа Божия, в этом состоит цель христианской жизни. Но как он это говорит? И как Господь ему дает возможность это показать на примере, на тех мистических чудесах, которые происходили во время этой беседы. Вот это, я думаю, что вам интересно будет прочитать тоже. То есть вот Паисий Святогорец очень рекомендую к прочтению, очень легкий язык. А также другие отцы афонские, их тоже можно почитать. Есть и среди вот, святых Русской Православной Церкви святые с языком изложения, которые несложно читать. Я думаю, что Игнатия Бринчинова несложно читать, там, Тихона Задонского несложно читать. Вот. А что еще вы рекомендуете из художественной литературы? Вот нашим зрителям сегодняшним. Вот вы о Чехове говорили. О, Чехов, это, да, это, конечно, один из любимейших моих писателей. Потому что вот этот его юмор, он такой легкий. Он никого не обижает. Понимаете, вот сейчас, например, время юмора, если вы посмотрите, какой юмор сегодня на экранах, например, или в интернете. Это юмор или ниже пояса, или это юмор, который так вот готов уколоть. Вот, ты меня, я тебя, и вот сидят, значит, два юмориста, например, или там стендап, да, современный, если посмотреть. Он выходит, он говорит, он шутит, но его шутки, значит, они вот по такой синусоиде, от ниже пояса до, соответственно, нецензурной лексики, и, в общем-то, во всех своих образах это достаточно все настолько развязан, но в принципе, это остро, это может быть интересно с точки зрения некого интеллекта и способности подметить детали, но если мы говорим о душе человека, то это
нечестно. Вот. Особенно если это переходит на такие откровенные оскорбления там, или еще что-то. Поэтому Чехов, безусловно, велик вот, в том, что он шутил очень изысканно, интеллектуально. И в том числе говорил о серьезных вещах, очень изысканно, интеллектуально, и даже иногда с юмором говорил о серьезных вещах. У него есть и глубокие произведения, и трагичные даже произведения, по сути, такие как «Архиерей», например. Рассказ, да, рассказ идет. Рассказов огромное количество. Ну, большинство из них вы знаете, наверное, помните, которые в школе изучали. Как там пришел хирург к зубному зуб выдирать, там как хирургия, что ли? Да, хирургия, что ли, да, там. Там он пришел, там адвокат сидит, да? Нет. Его много, тем Много более о называл, врачах. ну, Да, врача, тем более о да, врачах врача. полно. Но как-то у него такие рассказы, что они вроде бы юморные, но почему-то заканчиваются весьма трагично. Как смерть чиновника, да, или спать хочется. Вот тоже какая-то загадка в Чехове, наверное, которая притягивает отчасти. Да. Тоска. Да, или вот «Тоска» рассказ, да, очень грустный, как раз тоже вот как-то он так веру, ну что ли, показывает ее, там получается у извозчика умер сын, и вот он каждому приходит и говорит, ну вот он везет людей, он говорит, у меня умер сын, там хочет поделиться своей тоской с людьми, а люди его не видят, и просто платят деньги и выходят, и в конце рассказа он просто рассказывает свои лошади об этом. То есть как раз, да, в этом заканчивается рассказ. да, и ты думаешь, что тоже о вере, о том, что нужно любить людей, нужно им сострадать, Вообще тема страданий, это, мне кажется, она такая из таких основных тем русской классической. Да. Даже если речь идет о любви, взаимоотношениях, вот вроде бы если взять Тургенева, да, то есть там у него больше акцент смещается на взаимоотношения мужчины и женщины, на неудавшуюся любовь, там еще что-то, но это все равно наполнено вот этой нитью страданий каких-то. Вот даже если говорить об отцах и детях, там все равно же Базаров. Вот он против веры, он не верит в Бога, все, он же там химией занимается, а потом перед смертью он все-таки приходит к тому, что природа берет верх над человеком, и нужно верить и в любовь, и людям. Он позволяет своим родителям, чтобы они его отклеили, все-таки разрешают Да. Хотя был категорически против. Да, тема страданий, она очень, так сказать, характерна. И, к сожалению, сегодня почему литература остается как-то особняком в жизни молодых людей, именно потому что просто душа, она не готова к тому, чтобы сострадать и страдать и вот именно вот к таким состояниям. То есть общество потребления навязывает другую повестку дня. Это наоборот, надо веселиться, надо развлекаться. Основные просмотры везде, если посмотреть там, вот, основное внимание молодых людей, это именно вот в этом ключе находится. Ну, многие, конечно. Что в поиске, ну вы филологи, девушки, понятно, вы книжки читаете. Нет, Вот, у нас но- даже в группе учится девушка, она вот христианка, и она очень верит в Бога, они там спектакли даже ставят христианские какие-то. Да, я говорю Есть в такие. целом о молодежи, которые не читают книги и вот, в основном сидят в Ютубе или вот, в социальных сетях, или у них палец устал уже ленты листать. Инстаграм Да, к вроде сожалению. бы читают, но с другой стороны, а что из этого? Ну, что из этого? Какие тексты там печатаются? Там в основном картинки, конечно, но тексты тоже есть. Здесь нам нужно учиться некой информационной безопасности сегодня. Мне кажется, это вообще настолько актуально становится, что в школе должен быть урок по информационной безопасности, как, соответственно, молодого человека научить вот так не расплескаться, не остаться, как старуха у разбитого корыта в сказке Пушкина, вот, что она и то хочет, и везде успеть, и ни с чем остается. А вот если говорить про вот 21 век как раз, сейчас очень много электронных библиотек, каких-то электронных книг, приложений. Как вы к ним относитесь? Да, отлично отношусь. Современные. Но это остается тоже чтением. У меня у самого, в принципе, все собрано. Библиотека LP2, формат электронный. Аудиокниги слушаете? Иногда да. Когда есть время или... когда есть время. Или, может быть, или еду, или что-то. Ну, в последнее время что-то редко, но я люблю аудиокниги. Я люблю хороший голос. Вот. И так я расстроился, когда узнал, что скончался Вячеслав Герасимов, такой был
озвучивал аудиокниги, ну, вы узнаете, загуглите, значит, его, и одну из там аудиокниг, любую, наберете, ну, очень характерный голос, вот, тембр. Вот. Да, иногда я слушаю. И я думаю, что это тоже чтение, безусловно, особенно, ну, по силу ряда причин у человека бывает, ему сложно читать. Вот даже, ну, вопросы, связанные там со зрением, еще там. Мы говорили о том, что молодежь мало читает. Вот сейчас мы немного отошли, конечно, от вопроса. А вот как начать прививать им интерес к чтению? Ваше мнение? Я не знаю, я вот по себе посмотрю, как я бегал балбесом, так сказать, свои интересы, своя жизнь такая была у меня, ну, молодого человека, какие-то интересы, увлечения, безусловно, все это было. Но вот я говорю, когда я пришел к вере, очень много перестроилось в моей жизни, и изменились обстоятельства, которые вокруг меня, во многом и мои где-то увлечения, и какая-то внутренняя концентрация, и появились книги, и желание, главное, читать. Зависит ли это от меня? Большой вопрос, и, так сказать, достаточно дискуссионный. А вы стараетесь своим детям прививать любовь к книгам? Вот сказали, 6 детей. Да, 6 детей. Ну, как бы в меру, понимаете, я, может, это и плохо, но я не строгий папа, но, так сказать, есть какие-то определенные пределы, которые нельзя заходить там в отношении уважения к родителям, где-то какие-то правила, в каждой семье они есть, там, отношения друг к другу, в общем, и так далее. Но вроде бы мы с супругой так сильно не навязываем, не заставляем, не стоим с дамокловым мечом, вот, но все равно создаем какую-то определенную повестку. Ну вот сейчас, например, Великий пост начался. Я понимаю, что детям поститься пока это совершенно рано, и я не навязываю это. Ну, может, только мясо, если исключили на одну неделю, там, на первую, там, к примеру, но вся эта молочка там и все вот это все остается, вот, все остальное. Ну, потом, я думаю, но я говорю, давайте так, мы будем регулировать то, что мы смотрим, и, значит, вот фильтровать то, что попадает к нам. Если вы хотите что-то смотреть, давайте так, смотрите именно документальные фильмы, познавательные, чтобы вы что-то узнали. Вот. Чтобы вы потратили, например, час времени, полтора, но чтобы вы через это, по прошествии этого времени, чтобы вы что-то для себя подчеркнули, что-то узнали. У нас огромное количество очень хороших документальных фильмов, как наших, так и зарубежных. Просто, опять же, возвращаясь к повестке дня, что все ищут развлечения, но это остается как-то за скобками. Но что касается книги, это тоже потихонечку, но, безусловно, книги присутствуют. Тут еще надо смотреть на то, как сформирован каждый ребенок. Например, старшая дочь у меня, она может читать вообще очень быстро. Раз, все закладывает, все умненькая девочка, все хорошо. Вот. Не у всех так получается, скажем. Поэтому здесь надо дозировать, надо смотреть. Но самое главное, чтобы сама по себе информация, она попадала в душу ребенка, он такой, так сказать, созидательный, не разрушительный. Вот, чтобы она какую-то пользу приносила, мне так кажется. Но само по себе чтение, оно, безусловно, помимо того, что дает некий багаж, вот интеллектуальный багаж набора знаний, оно еще и развивает воображение. Это тоже очень важно. И кругозор тоже не только через фильмы, а книга, она как раз создает условия для того, чтобы ты все сам придумывал. Да, вот это вот эмоциональное как восприятие мира, оно становится более, так сказать, обостренным, более глубоким, что ли. Есть на что опереться уже. Размышлять, да, Да, они просто смотрят и впитывают, а он как-то прогнозирует еще это. А вот последняя книга, которую вы прочитали, или сейчас читаете, художественная? Художественная. Я что-то читал Лескова, начинал, но мне его язык не очень понравился. Очарованный странник? По-моему, да, про икону там, про икону, как же она называется? Да, там... У него много страннической литературы, где... Соборяне и много... Я не знаю. В последнее время, знаете, у меня вот очень времени не так много. И я вот начинаю что-то читать, так как сейчас читай, что хочешь, пожалуйста, скачал или еще где-то, доступ есть ко всему. И я начинаю, если читать, и мне сложен вот этот автор, его стилистика, я не читаю. А бывает так, что автор попадает с моим внутренним миром, какие-то биоритмы или еще что-то, и все очень гладко читается.
Вот тогда это другой вопрос. А Лесков не очень, да, вам? Еще ты не зашел. Ну, бывает такое, что литература не каждому подходит. Своя литература там тоже. Позволю себе посоветовать, ребята, вот Лесков, «Леди Макбет» Мценского уезда. Очень интересное произведение, если еще не читали, прочитайте, вам правда понравится. Да, небольшой такой. Мы еще Куприна пропустили, тоже, пожалуй. Может быть, там и нет такой глубины, как там вот у Чехова, или, но все равно. Все равно даже то, что Олесь, там гранатовый и гранатовый браслет, да, когда он молитвы заканчивает, я плакала, если честно. Вот. Не знаю, меня это тронуло. А вот, мы хотели еще затронуть такой вопрос о библиотеке. Вот библиотеке 150 лет исполняется. И как вы считаете, как изменилась роль библиотеки в современном мире? Ну, я думаю так. Она изменилась, библиотека потихоньку начинает быть неким центром притяжения вот таких вот дискуссий, встреч, популяризации чтения. Этого раньше не было. Раньше просто пришел, бери, читай, до свидания, ушел. Но это есть вызовы, есть ответ на вызовы, это безусловно так, это важно. Да, и это, наверное, хорошие такие изменения, что библиотека стала не только хранилищем, но она как раз что-то полезное транслирует в общество. А вы как часто сами библиотеку посещали? Вы вот литературу, которую читали, именно брали из библиотеки или у вас какая-то домашняя библиотека? Нет, к сожалению, я вот так не воспитан, к сожалению, как вы, филологи, что вот с этим благоговением бумажной книги, вот, поэтому у меня, я уже сказал, у меня все в электронном виде. У меня и дома даже там книги православные, их очень много было, я часть в храм отвез, просто потому что не так много места, а все то же самое, оно у меня есть, как бы на ноутбуке или еще где-то, я могу зайти, посмотреть, так сказать, через поиск что-то найти, если я работаю с какими-то текстами, если я готовлю передачу на радио, например, я могу воспользоваться там литературой там, православной, мне нужна та или другая книга. Я тут же зашел через поиск, скачал, посмотрел, глянул, там это или проповедь, или по конкретной тематике, что-то, и все. Удобно и всегда рядом. Отец Максим, к сожалению, наше время уже подходит к концу. Мы вас благодарим за это интересное интервью. Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, творческих успехов и долгих лет жизни. Мы всегда рады приветствовать вас в стенах библиотеки, Национальной библиотеки Чувашской Республики. И вам тоже. Спасибо. Таких теплых пожеланий.